по одной грануле каждый день. Понимание факторов, ответственных за прошлое вымирание островных видов, жизненно важно, потому что в наши дни многие виды, обитающие на островах, под угрозой вымирания. Горстка карибских млекопитающих, которые еще существуют, это последние выжившие организмы уникального исчезнувшего мира. И они главные природоохранные приоритеты нашей планеты, говорит Тервей. Английский мореплаватель Сэм Фрэнсис Дрейк, прибывший на Каймановые острова в 1586 году, оставил описание животных хути, а также маленьких зверьков вроде кошки. И авторы нынешнего открытия не исключают, что это описанные ими сейчас новые для науки грызуны. Похожие виды и подвиды до сих пор есть на Кубе. Считается, что Каймановые острова начали заселяться млекопитающими, которые прибывали с Кубы на плавучих островах, плотных массах, состоящих из водорослей и способных преодолевать сотни километров за считанные дни. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск». Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Послесловие с Азаматом Саитовым. Добрый день! В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы». Авторская программа «Послесловие». Студия Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Александр Егошин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютубе. Итак, мы начинаем. Как известно, март у нас проходит под знаком ключевой даты грядущего 100-летнего юбилея республики. Так прошли торжественные мероприятия в Москве. В начале Доме музыки большой концерт «Рожденные в Башкортостане», а на минувшей неделе презентация региона в Совете Федерации Верхней Палате России. Немало событий нас также ожидает на этой неделе, вплоть до 23 марта, когда в башкирской столице и состоятся основные мероприятия. Но, несмотря на праздничную риторику, в обществе нет-нет, да проскальзывает мнение иной тональности. К примеру, такое: 100-летие республики не стало объективным подведением итогов вековой истории Башкортостана. У меня сегодня в гостях Марат Кульшарипов, доктор исторических наук, профессор, почетный член Академии наук Республики Башкортостан. Добрый день и вам, Марат Махмутович. Добрый день. Вот уже по первой реакции на звонок с приглашением на эфир стало понятно, что вы без должного восторга относитесь к организации юбилея. Ну, сегодня не модно вспоминать, а тем более цитировать Рустема Хамитова, но, тем не менее, рискну. Вот из его выступления на самом первом заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия республики, цитирую: «Важно, чтобы юбилей республики объединил всех ее жителей, стал для нас общим праздником, чтобы каждый человек почувствовал сопричастность к этому знаменательному событию, свою роль в истории родного края». Вот вопрос к вам первый. Вы лично эту сопричастность в эти дни чувствуете? К великому сожалению, нет. Ну, я здесь хочу сказать, вот как историк, я изначально не был согласен вот с этой датой 2019 год вот отмечать столетие. Почему? Потому что мы в свое время день рождения Башкирии, Советской Башкирии, автономной Башкирии в советское время отмечали 23 марта в обязательном порядке каждый год. Но это и имелось в виду тогда. Это подписание известного соглашения центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономной Башкирии. Ну, тогда понятно, почему мы вот так отмечали. Потому что 2 года борьбы вот за эту автономию, они отбрасывались. Вот это 17-й, вот 18-е годы. Почему так я говорю? Потому что башкирское национальное движение вот за самоопределение, за автономию, оно зародилось после февральской революции. Здесь даже я могу сказать, Октябрьская революция ни при чем. После февральской революции, когда Россия стала впервые в своей истории действительно демократичной. Вот. В этих условиях вот возникли, естественно, условия для развертывания везде и всюду в многонациональной России
вот, национальных движений. Здесь тем более надо учитывать, к февралю 1917 года 57% российского населения были не русскими. Почему? Потому что это была огромная империя, тогда входили в состав России. И Финляндия, и Польша, и все прибалтийские, вот это нынешние наши государства и так далее. Это громадная была империя, где численно преобладали даже вот нерусские народы. И поэтому национальный вопрос стоял очень остро. И начало вот этому национальному движению в масштабах России, толчок такой очень ощутимый, дал первый всемусульманский или всероссийский мусульманский конгресс, который прошел в Москве с 1 мая по 10 мая. Это был большой действительно конгресс тюркоязычных народов, мусульман России фактически. И в работе этого конгресса участвовали и делегаты из Башкирии. Марат Махмудович, я специально не прерываю вас, хотя бы для того, чтобы наши радиослушатели, кто не знал вот эти вот подробности исторические, они, в принципе, поняли, о чем речь, что идет речь о двух толкованиях даты столетия республики. Но, уважаемый Марат Махмудович, дело в том, что мы сегодня должны исходить, наверное, из данности. В 2016 году президент Путин подписал указ о праздновании именно в 2019 году столетия. Давайте мы примиримся, или, скажем так, вот будем иметь в виду, что разные есть точки зрения историков на эти события, но, тем не менее, 19 год, год столетия. Это уже данность. Вот я сегодня хочу вас вернуть опять вот в год 19. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, мнению маститого историка, каким должен был бы стать юбилей, столетний юбилей первого российского региона, который, по сути, и заложил основы федерации. Да. Вот каким он должен был быть? Абстрагируясь от того, 17 и 19 понятно. Я уже там начал немножко подробно рассказывать. Да, я это понял. Ну, наверное, да. Вот обратите внимание на самые узловые моменты вот нашей истории, вот этого столетия. Ну, радиослушатели поняли, что есть два толкования, и если кого-то заинтересует, он может обратиться к первоисточникам. Два толкования. Но здесь я еще раз хочу подчеркнуть, что основой вот этой республики Башкортостан были заложены еще в 17 году. В 17 году была объявлена башкирская автономия. И в 17 году на учредительном съезде была утверждена вот эта автономия. Фактически. Марат Махмудович, она приобрела легитимную форму. Ваша точка зрения понятна. Да. Вот это моя точка зрения. Ну, там были очень история образования Басара, она настолько сложная, противоречивая. Давайте не будем уходить в глубь истории. Ну, вот без этого невозможно. Без этого невозможно оценить сегодняшнюю подготовку к празднованию. Да. Поэтому вот были очень сложно все. Потому что вот эта башкирская автономия первоначальная была объявлена, не полагаясь, не при помощи вот этих большевиков. Там фактически власти Оренбурга находились белые. Вот тогда была объявлена автономия. Марат Махмудович, но тем не менее... И поэтому Советы не признали вот эту автономию фактически тогда. И башкирское движение в свое время в 18 году оказалось в составе белого движения. Марат Махмудович, мы опять застряли в тех годах. Давайте вернемся в 19-й год. Да, 19-й год мы как вернулись? Потому что... Не 1919, а 2019, вот сегодняшний день, когда мы стоим, буквально за неделю до празднования. Вот с каким настроением, с какими итогами, с какими выводами мы должны были бы отмечать столетие или пусть даже 102-летие истории республики. Давайте мы здесь смиримся. Уже 100 или более лет уже прошло. Я начну с компромисса. Да, мы, историки, смирились. Просто мы так сейчас заявляем обычно. Вот де-факто вот эта автономная республика, она появилась в 17 году. Но де-юре окончательно было признано в 19 Марат Махмудович, вы меня не слышите, что ли? И поэтому, естественно... Мы рискуем весь эфир проговорить об этой исторической казуистике. Да, понятно. Что касается, если сегодняшнего дня посмотреть на столетие, конечно, это такое большое историческое событие в жизни населения нашей республики. И я бы хотел, чтобы он на
высоком должном уровне вот это празднование прошло. А что должно включать вот это высокий должен уровень? Да, высокий уровень. Вот Хамитов вот правильно он говорил, что все должны быть причастны к этому, Сопричастны, да. сопричастны должны, вот и так далее. Вот эта сопричастность, она не проявлялась. Даже вот я вам скажу, вот хотя бы надо было, вот наши БСТ есть, газеты и журналы, там фактически ни одной статьи, ничего не было. Вот БСТ, были круглые столы по проблеме вот возникновения башкирской автономии, вот мы тогда бы обсудили все вот спорные проблемы, которые вот различные подходы, пришли бы к какому-то мнению, но всего этого, к сожалению, не было. Но если, естественно, посмотреть, вот чем мы пришли к этому столетию, достижения, безусловно, есть, потому что существует Республика Башкортостан со своей конституцией, со всеми властными институтами. Достижения есть и в области экономики, социально-культурной жизни. И, конечно, их я вот не собираюсь вот сейчас перечислять. Но, с другой стороны, казалось бы, вот мы должны были достигнуть вот к этому столетию гораздо больше. Не так вот, как сейчас. Почему? Потому что в 90-х годах, когда наша республика приняла декларацию о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики, вот так и называлась по декларации, да, республики, вот действительно открылись вот какие-то более широкие возможности вот для решения всех вот этих проблем, и политических, и экономических, и культурных, Ну, потом пошли по пятную, особенно с начала 21 века. Там вот договорные отношения фактически были прерваны федеральным центром, вы прекрасно знаете. Потом в Конституцию были внесены существенные изменения. 93 года Конституция, она фактически осталась так и на бумаге. В 2002 году вот уже отредактирован, и вариант был принят. Но это не в пользу вот этой существующей республики, а в пользу именно федерального центра все было сделано. Вы все говорите все-таки об атрибутике. Конституция. Это не атрибутика. Почему Согласен с вами, атрибутика? что не только атрибутика, но вот глядите, вы авторитетный историк, автор более 100 научных работ, насколько мне известно. Ваши научные исследования были посвящены изучению башкирского национального движения, истории, историографии Башкортостана 20 века и проблем национального государственного строительства. Являетесь главным редактором и научным руководителем многотомной истории башкирского народа. То есть вы матерый историк. Вот скажите, только ли летопись республики должна доминировать при анализе вековой истории? Только ли? Нет, конечно. Это было неправильно, но вот вы мне вопрос задали. Вот, если мы сейчас будем оперировать датами, когда, что, как, нет, это не полный разговор. Вот, без даты. Здесь вот на что надо обратить внимание? Вот это само вот население республики, она фактически не информирована. Вот какова была вот вся вот эта столетняя история нашей республики, вот к великому сожалению. Потому что мы пишем, конечно, свои труды, но они ведь вот эти наши талмуды, эти научные труды, они не доходят до всех. И поэтому, если вот наши СМИ не работали в этом направлении, то это, естественно, вот это плохо. Вот с одной стороны. С другой стороны, я бы, конечно, сказал, мы с большими вот такими достижениями встречаем вот это столетие. Вот для этого, мне думается, нет особого повода. Потому что, если иметь в виду, если мы вот глубже будем копать, да, республика-донор фактически превратилась в дотационную. В этих условиях вот к своему столетию вот подошел вот с таким итогом. И в этих условиях вот мне даже трудно говорить о каких-то больших достижениях и политическом, и экономическом, социальном, культурном развитии. То есть проблем очень много, они так и остались. Почему вот так получилось? Это я вижу первопричину вот этого явления, почему вот эти
мы не пришли с большими достижениями? Почему вот нет нормальной вот этой перспективы, оптимистичности? Потому что федеральный центр фактически все как бы захватил в свои руки. Потому что республика не обладает даже толикой вот, суверенитета. Это слово было вообще забыто. Вот так нельзя делать. Потому что должна быть какая-то свобода и экономические отношения, и политические права должны быть расширены. То есть наша республика — это фактически автономия, урезанная при том автономия. Настоящая автономия в европейском понимании, она совершенно другая, вот автономия. И вот эти моменты, конечно, они немножко омрачают. Но, с другой стороны, конечно, я бы сказал, я не хочу все это рисовать черными красками. Достижения, безусловно, были. А может быть, мы попытаемся вот хотя бы так вот пройтись галопом по этим Европе, да, по этим столетней истории республики, чтобы понять, как мы становились на ноги, как мы достигли того, что мы сегодня можем гордиться, что да, республика когда-то была донором. Я, кстати, напоминаю радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». У меня в гостях Марат Кульшарипов, доктор исторических наук, профессор, почетный член Академии наук Республики Башкортостан. Марат Махмудович, вот видите, если оставить за скобками диспут историков 17-й год, 19-й год, если оставить за скобками вывихи с начала 90-х, когда республика могла достичь определенных высот, тем не менее, 100-летний юбилей, это вековой юбилей, это чей праздник, вот, на ваш взгляд? Это общий праздник многонационального народа или же, в первую очередь, ее действительного народа? Вот вопрос провокационный. Я понял, да. Ну, естественно, это праздник... В вашем понимании. Это праздник многонационального народа Башкортостана. Потому что если существует Республика Башкортостан, как бы там ни было, да, все они жители Республики Башкортостан, они сопричастны и, естественно, должны праздновать, и мы празднуем все вот эту знаменательную дату. Это прежде всего надо, естественно, подчеркнуть. Ну, с другой стороны, праздник есть праздник. Хорошо, конечно, чем мы могли напомнить в эти дни многонациональному народу Башкортостана в день его векового юбилея? О чем? Ну, чтобы люди, которые знали, но подзабыли, и молодежь, которая, может быть, даже вообще не знала об этом. Какие вот моменты столетней истории мы должны были бы освежить в памяти? Ну, это вопрос нужно освещать поэтапно. Это были 20-е годы, так ведь это период становления Башкирской автономной республики, когда принимались загибаем конституции, палец. Да, дальше. Там был период становления. Потом 30-е годы. 30-е годы мы все хорошо знаем. Это пятилетки, индустриализация, коллективизация. И страшный голод республики. Культурная революция. Ну, страшный голод был это в 21 году. Ну, тоже, да. Там остается. Это относится даже к периоду гражданской войны, когда еще бушевала гражданская война и так далее. Ну, дальше тоже население голодало, и в начале 30-х годов, это понятно. Но там, конечно, достижения были существенные. Я бы не сказал, это, скажем, аграрном секторе и так далее, или вот были у нас большие достижения. Вот в промышленном отношении, конечно, сдвиги были очень большие. Республика в 30-х годах стала она индустриальной. Вот этот нефть, это фактически Башкирия, тогда Башкортостан превратился во второй Баку. Вы все прекрасно знаете. Было такое поэтическое сравнение, второй Баку. В годы войны, каждый третий танк, каждый третий самолет и так далее. Писали историки так именно. Они писали, что доправлялись вот горючим, который вот из Башкортостана. 50-е годы. Да. Ну и послевоенные годы там очень так, вот это развитие тоже индустриальное было очень мощное, там химическое производство, ну, естественно, там были побочные явления. Вопрос экологии абсолютно тогда, к великому сожалению, она не учитывалась, и эта экология, это проблема экологии тянется вот до сих пор. Ну, стране нужна была большая химия. Была большая химия, и Башкортостан фактически стал центром, город Уфа
Салават, какие вот эти гиганты были построены. Новые города появились на карте республики. Ну, конечно, это несомненное достижение. Но с другой стороны, опять, все это принадлежало как бы, ну, государству, это государственное было, да. Ну, например, в Башкортостане добывали золото, да, но это ничего не давало нашей республике. Куда-то уплывало, мы даже не знаем. Нефть вот продавали там, но социальные проблемы населения, они слабо были решены. Вот в тех же самых, во весь период, и в 30-х годах, и 40-х, и 50-х, 60-х, всегда. Вот только мы нормально начали обратить внимание вот на социальные проблемы, это были 90-е годы. Вот, так более-менее. Хотя мы считаем, это годы были трудными. Потому что Башкортостан тогда имел кое-какую экономическую самостоятельность. Вот к великому сожалению. Вот всегда вот этого Марат не Махмудович, хватает. я, Да. конечно, не отслеживал Да. все выступления в средствах Да. массовой информации Да. республиканских, но я почему-то не видел вот таких вот интересных воспоминаний, рассказов, споров, Да. ученых, экономистов, промышленников. Да, о не том, было, не было. С каким трудом. Вот это нужно было накануне 100-летнего юбилея вспоминать? Безусловно, нужно было. Я поэтому же напомнил даже, почему круглые столы не были, вот, ну, не допустили вот это проведение вот этих круглых столов. Это было бы очень интересно. Ну, естественно, вот... Ну, какие-то ликбезы в школах, Да, да, в техникумах, в институтах, да. какие-то Вот акции. В области культуры достижения были очень высокими. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Вот, ну, я только такой пример могу привести. Это всегда мы приводили, но тем не менее еще раз надо напомнить, мы поскольку отмечаем столетие. До революции в Уральском регионе вообще не было ни одного вуза. Но у нас уже в 30-х годах появились первые вузы. И сейчас у нас только университетов и так далее, учебных заведений. Это, безусловно, достижение. И в области культуры вот это театры. Ну, здесь, безусловно, То есть вот сдвиг, да. тематики моря, о Да, котором можно тематики было бы моря, говорить да. в эти дни. Но, к Да. сожалению, почему на эту тему не говорили, давайте мы об этом порассуждаем с вами во второй Да. половине нашего эфира. Сейчас наступает время ухода на федеральные новости, это буквально 2-3 минуты, а потом мы вновь вернемся в нашу студию. Я радиослушателям напоминаю, что у меня в гостях Марат Кульшарипов, доктор исторических наук, профессор, почетный член Академии наук Республики Башкортостан, и мы говорим о грядущем юбилее. В Москве 13 часов 30 минут на Эхе новости. Прокуратура и родственники потерпевших недовольны приговором по делу о гибели детей на Сям-озере. Они заявили, что будут обжаловать решение Петрозаводского городского суда. Он, в частности, приговорил к 9,5 годам колонии общего режима бывшего директора лагеря Елену Решетову. Обвинительный приговор вынесен 3 из 6 фигурантов дела. Трагедия произошла в июне 2016 года, когда в поход по озеру отправили 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодка перевернулась, погибли 14 человек. Сотрудники ФСБ проводят обыски в магазинах «Красная икра». По данным источников Интерфакса, следственные действия ведутся в московских офисах компании, на складах, а также в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине. У сотрудников правоохранительных органов есть вопросы к торговой сети по части уплаты налогов и участия в сомнительных финансовых операциях. Минэкономразвития предлагает оставлять должникам прожиточный минимум после взыскания долгов. Соответствующий документ разослан на согласование в различные ведомства. В министерстве считают, что чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику. Предполагается, что прожиточный минимум при этом не будут оставлять тем, кто задолжал по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам. Повышение НДС до 20% осложнило поставки техники для армии и заключение договоров для крупнейшего в России производителя танков и вагонов. Все это может привести к убыткам Уралвагонзавода, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации Александр Потапов. По его словам, в контрактах указан НДС 18%, а налоговая служба требует 20%. Возникла коллизия, которую необходимо срочно решить.
Минтранс США расследует основания выдачи сертификата самолетам Boeing 737 MAX. Как сообщает газета Wall Street Journal, в центре внимания действия Управления гражданской авиации. Обнаруженные на месте крушения Боинга в Эфиопии черные ящики изучают тем временем во Франции. Анализ бортовых самописцев займет несколько месяцев, дала понять министр транспорта Эфиопии Дагомабад Могис, перевод Евроньюз. Сбор образцов ДНК у родственников уже начался. С живущими за границей близкими погибших мы свяжемся через другой филиал эфиопских авиалиний. Идентификация жертв, вероятно, займет от 5 до 6 месяцев. После катастрофы Боинга в Эфиопии эксплуатация самолетов данной модели была приостановлена во многих странах. Срочное сообщение приходит из Голландии. Несколько человек были ранены сегодня в Утрехте, где неизвестный открыл стрельбу в трамвае. Об этом сообщает местная пресса. На место происшествия сейчас прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов. Официальный курс доллара на завтра уже известен: 64 рубля 67 копеек, евро 73 рубля 36 копеек. В Москве плюс 4 градуса сейчас. Ночью обещают 0 плюс 2, завтра днем плюс 4,6. Будет облачно, возможен небольшой дождь. Марина Старцина, служба информации, Эхо Москвы. Что вы знаете о компании «Талант»? 17 лет на рынке недвижимости. 14 регионов присутствия по всей России, от Крыма до Дальнего Востока. Сдают дома в срок и входят в топ-10 самых пунктуальных застройщиков России. Строят для родных городов с заботой о людях. Мечтаете о новой квартире от надежного застройщика? Звоните. 287 77 77. Специализированный застройщик «Талан-Уфа». Проектная декларация на сайте talanufa.rf. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. У меня сегодня в гостях Марат Кульшарипов, доктор исторических наук, профессор, почетный член Академии наук Республики Башкортостан. И мы говорим о том, что является для нас знаковым в эти дни, а это грядущий 100-летний юбилей нашей любимой республики. Марат Махмудович, вернемся в 2016 год. Президент страны Владимир Путин подписывает указ о праздновании 100-летия образования Республики Башкортостан. В регионе принимается проект о 100 юбилейных объектах, если вы помните, который с воодушевлением приняла общественность республики. Каждый район, город присылал там свои предложения, поступило множество коллективных обращений, предполагал строить школы, детские сады и центры культуры, библиотеки, поликлиники, спортивные комплексы, автомобильные дороги. Там масса чего было. В том числе завершение сооружения Уфимской набережной у Агидели, реконструкция ЖД вокзала, аэропорта, база для футбольного клуба Уфа, который так позорно играет в эти дни. Но разговоры эти обо всех этих объектах стихли почему-то со сменой главы региона, руководства региона. Вот что вы видите за этим? Ну, за этим я вижу, что республики фактически нет достаточных ресурсов, в том числе и финансовых, для выполнения вот взятых обязательств. Вот это 100 объектов к столетию Республики Башкортостан. Они фактически не завершены вот к столетию. Вот столетию мы же празднуем уже сейчас, в эту субботу. Да, в эту субботу уже празднуем. Там многие остались фактически на бумаге. Потому что все упирается опять в то, что республика, оказывается, вот как заявляли вот раньше немножко, говорят, вот наша республика богатая, наша республика богатая и так далее, направо-налево. Если богаты, давайте туда-сюда, помогите. А оказалось, что не так. Вот, не хватает вот, финансирования, субсидирования. Вот это объекты, я даже не знаю, сколько вот федеральный центр вот, дал Республика Башкортостан для празднования на должном уровне вот этого замечательного юбилея. Я вот не знаю, какая там цифра. Или вообще ничего не было. Ваши ресурсы, вы богатые республики. Нет, в указе у Путина было написано, что за счет бюджета республики. Да. Ну вот, да, было за счет бюджета республики. Да, и все, вот этим все это объясняется. Бюджет республики не тянет вот в полном объеме. Вот эти проекты, они, наверное,
Ну, может быть, не стоило были рассчитаны. Большие миллионы вкладывать в набережную в эту? Или, может быть, строить ее по упрощенному проекту? Безусловно. Да. Вот такие были ошибки допущены. Мы всегда допускаем Это ошибка или злонамеренный расчет? Ну, не знаю, я не хотел бы так выражаться, да, что это злонамеренно и так далее. Я вот один только пример приведу. Вот я до сих пор удивляюсь. Вот ШОС Брикос была встреча, прекрасно. Уфа выбрали такой центр, политический вот такой большой... Нет, политические дивиденды получил республика. Дивиденды и так далее. Ну вот, столько понастроили вот эти отели и гостиниц, да, они сейчас фактически не нужны. Вот. А почему вот это заранее не учитывать? Что-то на другое надо было вкладывать. Вот эти финансы тоже ненормально распределили. Вот это же, вот мы сидим, да, тоже же тогда же был построен. Да, это тоже. Для ШОС Брикос, да. Вот. И многие они фактически... Хорошо, экономические просчеты. Да, вот просчеты были экономические. Вот я на что хотел бы обратить внимание. Нужно всегда учитывать заранее. Тем не менее, этого не хватает. Тем не менее, в юбилейную неделю не хотелось бы говорить больше о просчетах, а больше о достижениях. Вот видите... Я уже говорил про вы видите, вот в Москве, я уже упоминал, в Москве у нас прошел большой праздничный концерт «Рожденные в Башкортостане». Да. Наши именитые певцы, а вот как вы смотрите, дирижеры и другие, вот как вы смотрите вот на такое? А если бы мы в этот концерт затолкали не выступление наших звезд, а затолкали бы, вернее, включили бы туда выступление всего национального многоцветия республики. У нас ведь в республике есть латышские села. У нас есть компактное проживание марийцев, чувашей. Чувашей вообще много, достаточно вспомнить Болговарский район, когда там жили немцы. Жили. Вот если бы, помните, еще в советское время проходил праздник Тальянки, когда съезжались гармонисты со всей страны. Почему бы вот даже вот на этом концерте нельзя было задать такой тон, что «Рожденные в Башкортостане» — это все многоцветие? Да, вот конечно. Я с вами полностью согласен вот, с вашим вот этим замечанием. То есть совершенно другая стилистика была? Да. Республика действительно многонациональная, и те же самые марийцы, чуваши, мордва, у них есть свои ансамбли, очень прекрасные, они могли бы выступить. То есть мы бы утерли нос многим. Да. Тем, что вот мы такая вот многонациональная дружная республика. Да. Хорошо, вот глядите. Да. Еще вы здесь правы. Таких упущений очень много. Я же вот говорил, мы как бы вот все остались в стороне. То есть напрашивается вывод, что, может быть, когда задумывали план мероприятий по столетнему юбилею республики, не было, что ли, там таких умных, мудрых советчиков? Почему вот мы по какой-то вот такой мутной, неинтересной кальке делаем вот все это празднество? Здесь, конечно, так. Но поскольку это юбилей такой республики, это, естественно, мы должны быть причастны историкой. Но с нами никто не советовался. Вот мы дали бы свои советы, свои предложения. Или вот такой момент есть. У нас в Башкирское национальное движение, я возвращаюсь, были выдающиеся лидеры. Вот их имена по существу забыты. Вот, к столетию там вот наш исполком Всемирного Курултая Башкир выступил с инициативой об увековечении памяти ряда вот этих выдающихся личностей. Это прежде всего Ахмед Заки Валиди. Это такая личность. Он не только был политическим деятелем, отцом-основателем башкирской автономии. Я его считаю отцом-основателем башкирской автономии. И никто не сможет отрицать этого. Вот. Или Шайхзада Бабич, великий башкирский поэт, с оружием воевал за свою республику и погиб трагически так. А где улица имени проспект Шайхзада Бабича? Где памятник Бабичу? Ну, говорят, что к лету где-то это появится, вот это памятник. Это же тоже же вот часть этого юбилея, тем более столетия. Потому что мы, давай не будем забывать, вот когда мы говорим, вот, потому что вот в данном разговоре у нас тоже это, вот ваш вопрос тоже, это вот чувствуется. Мы иногда абстрагируемся вот от тех понятий, от тех исторических явлений,
которые вот должны именно мы об этих вот моментах, нюансах должны вот сегодня говорить. То есть, что наша республика, это не большевики нам дали сверху декретом, а это свою республику башкиры завоевали с оружием в руках. Это факт, это аксиома даже. Вот, и отсюда надо исходить, вот когда мы отмечаем вот этот праздник. Почему? Потому что ведь... Но здесь есть тонкая грань. Вот если мы станем вот на эту позицию, мы можем, как бы скажем, в какое некое противостояние с остальной страной стать. Да Нам нет. нужно ли это? Нет, это никакое не противостояние. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, есть публицисты, да, и такие общественно-политические деятели в Москве, да, они же вообще выступают против существования вот этих национальных республик. Вот и ссылаются при этом на это постоянно, между прочим, что вот большевики расчертили вот эти границы, большевики, надо ликвидировать национальные республики и так далее. Есть. И на этом фоне мы можем говорить, вот в отличие даже от других республик. Хорошо. У нас Хорошо. мы завоевали но, это своей Марат кровью. Молгуш, Да, вот эта республика, позиция не должна, я считаю, быть превалирующей. Нет. В разговоре о столетнем юбилее. Глядите, вот мне вспоминается интервью, которое я взял у Виктора Степановича Черномырдина. В 96-м году он приезжал в Уфу. Он мне сказал тогда, что, в принципе, Башкортостан — это идеальная модель будущей федерации, Российской Федерации. Тогда он сказал мне. Вместе с тем, сегодня многие признают, как очевидный факт, что именно подписание соглашения с башкирской автономией в 2019 году, будем говорить так, в 2019 пока, заложило основу будущей российской государственности. Да, вот федеративных отношений. Какие дивиденды, не политические, какие дивиденды вообще могла извлечь из этого республика? Насколько вот правомочна постановка такого вопроса? Ну, постановка подобного вопроса абсолютно. Это нужно. Как у Пушкина, он уважать себя заставил, да. И лучше выдумать не мог. Вот, безусловно, я на это всегда делаю такой акцент. Вот. Это было, и об этом не следует забывать. И особенно по празднованию столетия Башкирской автономной республики. Ну, естественно, это праздник, мы уже говорили, общий наш, всего многонационального народа Башкортостана. Но, тем не менее, вот это национальные моменты, они должны присутствовать, потому что мы не как вы говорили, не Свердловская область, все-таки это Республика Башкортостан. Это четкая Республика Башкортостан. Это национальная государственность, форма национальной государственности. И вот эти моменты, они всегда должны учитываться. Вот у нас вначале был даже разговор, почему вот многие вот говорят, вот Башкирия, а не Башкортостан. А ведь Конституция — это Башкортостан. Это тоже нехорошо. Вот в Татарстане этого не допускает же. Не, ну там вот есть вот там такие нюансы. На человека, который скажет, татаре, там такие, скажем, телеги покатятся, что мама не горюй. Вот я обращаю внимание, и, казалось бы, и на такие моменты. Я, кстати, вот на эту тему заспорил как-то с одним из своих гостей. Я сказал, что дьявол кроется в мелочах. От того, что мы сегодня не прививаем себе уважение к названию своего региона, к нам так, соответственно, и относятся за пределами республики. Это Башкирия. Да, Башкирия. Да. Но Татарстан — это Татарстан. Это звучит солидно и, знаете, как-то так боевито. Да. Вот, видите, хорошо, вот вопрос такой еще. Вот к юбилею предполагалось многое, вот мы уже с вами вспоминали, концертные туры ведущих театров, там, гаскарцев по республике, по России также, литературное чтение с приглашениями ученых с мировым именем из-за рубежа даже, фотоальбомы, сборники, выпуск даже памятных монет и марок предполагался, вот к юбилею, к 100-летнему, я помню, вот из этих планов прежних. Публикации ранее неизвестных доселе исторических материалов из госархива. Тоже был разговор, и на этом заглох. Все. Но глядите, вопрос. Не было субсидирования. Вопрос. Почему-то мы в последнее время об этом не слышим. Неужели все это выпало из-за только того, что в регионе сменилось руководство? Вот в связи с этим вспоминается, помните, фраза Сталина: Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ остается. Я в свое время как-то сказал, что, говорю, Рахимы приходит и уходит, а башкирский народ остается. Получилось-то, что руководство сменилось, и все планы полетели к черту. Так получается?
Ну, не знаю, если мы это... Я не хочу иметь в виду, что вот Ради Борисович пришел, и все это к черту полетело. Там он, наверное, тоже подключился. Ну, его тут трудно видеть, что до этого что там было. Так же, да? Но, тем не менее, конечно, и он должен был вот приложить и вот все усилия, чтобы вот этот праздник получился настоящим. И всего народа Башкортостана. Вот глядите, я сегодня смотрел заседание, оперативное заседание нашего правительства. Да. В течение часа ждал, когда... Заговорят о столетии. О столетии. Лишь под занавес, где-то осталось 2-3 минуты, в Рио главы сказал, что 23-м мы отмечаем торжественное мероприятие, вы уж, пожалуйста. Я понимаю, сегодня Хабиров работает в режиме, добросовестно работает в режиме кризисного менеджера. Он ямы ремонтирует за этого непутевого председателя Госкомтранса, который сырую, там сказать, схему ремонта дорог. Он и Сибаем занимается, там сопливых политологов, как он говорит, шугает из Сибая. Его одного, как Матросова, на все амбразуры не хватит. Но в этом зале, я тогда мельком посчитал, около 3 десятков чиновников сидят, сановных, высоких. Ну ладно, хорошо, человек 5-6 приехал с ним. Сам Хабиров 10 лет отсутствовал в регионе, поэтому, хотя он старался руку на пульсе держать, но он многое, скажем, подзабыл. И пришлые с ним команда тоже подзабыла. Но ведь там сидят добрых 2 десятка чиновников, которые плоти от плоти нашей, которые помнят все эти дела. Но почему должны подсказать? Не подсказать. Почему они не предложили включить в программу по своим министерствам? Почему сейчас только Министерство культуры? Вот Амина Евниевна, сказал Хабиров, вы там проведите. А Министерство экономики, скажем, могло бы, например, вспомнить, что у нас была когда-то мощная оборонка, гидравлика, завод аппаратуры связи, УМПУ. Уфимский приборостроительный завод, который делал на космос больше, чем кто-либо. Даже космонавты намеком, тогда нельзя было говорить, 40-й завод, говорили, что хороший электробрит Вагидель делает в Уфе, намекая на то, что хорошие спутники делают. Почему нельзя было вспомнить об экономическом вкладе республики в экономику СССР? Почему нельзя было вспомнить тому же министру сельского хозяйства, который тоже наш башкирский ЕГЭТ, что именно в Заурале разработали зимоустойчивые сорта пшеницы? Да много чего можно было вспомнить. И предложить в план, не ждать окрика главы, почему вы спите, почему не предложили, а самим, почему этого нет в наших чиновниках? Да, вот нужно быть, правильно подметили, что все взвалили на Министерство культуры. Как будто одни вот это танцы и пляски, так получается, театральные какие-то постановки, но юбилей действительно шире должен отмечаться. И все министры должны быть ответственны. Не ответственны инициаторами. Да, инициаторами и активно участвовать в праздновании. Ну, каждый свой отрасль вспомнил, что там делал в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годах, чем мы помогли БАМу, наш аграрный сектор. Они остаются в стороне. Почему? Боятся? За свое кресло? Вдруг не так против ветра скажут? Да, не так скажешь, да, не так и так далее. Ну, столетия и так далее. Ну, главы администрации вот как провели, я знаю вот эту подготовку. Как они провели? У нас в филармонии вот районы давали, вот прививали, там немножко там истории, что там было, там о достижениях республики, и потом большой концерт. Вот районы вот так прошлись в филармонии. Но это уже совершенно недостаточно. Там же тоже вот они не поднимали, вот что сделают, вот те же самые главы не говорили, к этому столетию у себя в районе, какие меры будут приняты там у себя, и что сделано, и что они обязаны сделать. Этого не было. Говорят о достижениях, там все хвалят, у нас все нормально, и большой концерт, потом, который завершается банкетом. И все. Вот так. Но проблемы не поднимались тоже, связанные с этим столетием. Потому что вот эти, как говорится, мероприятия, они всегда проходили под эгидой столетия. Вообще, ты знаешь, вот я сейчас послушаю и вспоминаю, у нас, в принципе, всегда в Башкортостане вот подходили однобоко к любым юбилейным мероприятиям. Всегда концерт, о том, что будет сделано, и все. Но никогда у нас не было чувства гордости за вчерашний день. Из хорошего.
Но ведь у нас же растет молодежь, которая практически не знает о республике 80-х, 70-х. Может быть, для них хотя бы устроить какой-то вот такой вот живые еще участники многих событий. Ну, это еще что скажу. Я же присутствовал на некоторых вот этих мероприятиях. И у меня уже тяжелый осадок остался. Знаете почему? Вот то же самое там историки не участвовали. У них мышление советское. Они по-прежнему думают, что вот Владимир Ильич Ленин, большевики, нам дали возможность вот строить свою автономную республику. Хотя это глубокое заблуждение. И потом они не знают вот, своих знаменитых личностей, которые непосредственно участвовали вот, в строительстве вот этой автономии. В их память надо было увековечить, там улицы и так далее назвать. Я им даже предлагал вот свой район, Кувачинский район. У нас вот Идельбаевы, это вообще замечательные люди, Хурматулла и так далее, Идельбаев. Потом другой Идельбаев. Их же Баймаки расстреляли, потом там даже было постановление, там чуть ли не университет построить Баймаки их имени. Потом полки были их имени. Вот такие выдающиеся деятели вышли. Потом в Маракове состоялся съезд, где участвовал сами лидеры вот этой партии, эсеровской партии, участвовали даже, прибыли туда. Там надо было найти, где-то прошел тоже, ну, вот эти такие хотя бы мероприятия исторического. Понимаете, ну, нет ничего. Я потом им говорил, что вы так вот делаете? Неужели немножко истории не знаете? Если не знали, посоветовались бы. Это не большевики нам дали эту автономию. Помимо незнания истории, у нас еще атрофировано чувство гордости за свою землю. Вот глядите, вот я сегодня утром слушал здесь на Эхе о фильме «Первая республика». Да, «Первая республика». К сожалению, вчера только была премьера, и не сходил, Булат Юсупов как раз у нас здесь рассказывал. И вот он упомянул одну такую деталь. Вчера на премьере не было ни одного высокопоставленного чиновника, хотя приглашение было разослано. Всем. Никто не пришел. Это тоже показатель. Отрицательный показатель, ну, к сожалению. Башкирские кинематографисты сделали очень доброе дело. Они высветили целый кусок 30-е годы, когда вот это вот мы потеряли очень много ярких личностей. Да. Я хотел бы, конечно, в такие фильмы были и о 50-х, и о 60-х, и о 70-х годах, о 80-х. Но как людям вернуть интерес и чувство гордости к своей истории? Вот вы историк, вы скажите, пожалуйста, вот какие для того есть рецепты? Рецепт один, надо просвещать народ, но у нас этого же нету. Нам ведь не дают такой возможности. Вот я недаром говорил, почему вот в газетах нормальную статью даешь, не печатают. Вот, что вот проходил. Почему? А что при этом говорят они? Как они отказывают? Ну, просто отказывают, просто не печатают. БСТ почему вот не организовал? Вот такие. Ну, народ просто не знает. Чиновники тем более, они же не читают ничего. Наши научные труды, ученые, они читают, что ли? Не читают. Естественно, журнальные статьи тоже нет. Вот, ну, приглашали бы вот тоже. Вот, у нас вот районное начальство меня пригласил 29 числа, когда задним уже числом, когда вот этот праздник, после праздника я должен поехать туда и выступить, рассказать им о столетии республики. Ну, до этого они не могли, что ли, вот это пригласить, поговорить, чтобы вот до этого, чтобы посоветоваться. Вот. Ну, и так получается у нас. Народ не знает. Это тоже наша вина. Вина башкирской интеллигенции республики тоже. Я вот не открещиваюсь от этого. Вот надо было добиваться. Но кто-то увидел в этом, что мы занимаемся политической деятельностью. Если столетие республики, это уже политическая деятельность. А почему историки не могут заниматься политической деятельностью? Конечно, деятельностью? да. Вот это вопрос. Да, историка, ну, в первую очередь, политик, а не литератор. Я вот Хамитову лично задал вопрос, даже своей вот встреча была с ним, я там присутствовал. Вот когда нормально не отмечали вот эти прошедшие юбилеи, 80-летие, 95-летие, ваши молчали вот в тряпку, как будто республики не было, я им упреком. Вот почему, я говорю, вот я сам активно участвовал в становлении вот нашей вот современной республики уже, республики Башкортостан после принятия декларации, да, о суверенитете. Ну, я помню эти годы, хорошо. Мне говорят, это больно, что мы сейчас забываем вот свою историю,
Ну, чем это объясняется? Он говорит, никаких даже не отмечали, никаких торжеств не было, даже Путин поздравил. Ладно, я говорю, хорошо, я организовал тогда международную конференцию аж в университете. Притом так меня предупредили, чтобы я лично ничего не говорил. Если что-то начнем говорить, там критические, все, распустим вашу конференцию, даже вот такие угрозы были. Хотя то есть вы хотите сказать, да, что вот подготовка мероприятий к нынешнему вековому юбилею республики, которая началась при правлении Хамитова, именно тогда были заложены мины? В большинстве случаев, да, по существу так получается. Потому что, ну, мы же начали готовиться фактически с 2016 года, же вот действительно Путин подписал в июле, 2 июля, по-моему, если не ошибаюсь, 2016 года. И при том, когда вот этот текст подготавливали, вот, обосновывали, да, опять-таки с нами, историками, не посоветовались. Мы бы туда бы воткнули, что надо начинать праздновать с 17 года, ну, пусть с ним, когда республика существовала де-факто. Потом признание де юре тоже надо праздновать как заключительное вот в 2019 году. Мы не можем, естественно, вот президент там указ подписал, все, 19 год также, вот вы сами как говорили. Ну, естественно, 19 год тоже надо отвечать. Хорошо, тогда да. Вот вопрос к вам такой, у нас остается буквально пару минут до завершения. Скажите, пожалуйста, вот ваш такой вывод, какой для себя урок мы должны извлечь из того, что столетие республики у нас прошло не так, как нужно было бы? Что мы должны сделать на будущее хотя бы, чтобы... Да, спасибо за вопрос. Конечно, мы должны ценить и давать нормальную оценку своему прошлому, своей вот этой славной во многих моментах истории становления вот нашей республики Башкортостан. И ну, вот всем этим явлениям. И если какой-то юбилейный праздник, ну, на должном уровне надо проводить. Не поверхностно. Все возложили. Не ради галочки. Да, ради галочки. Вот возложили все Министерство культуры. Провели торжественный концерт, да, 23-го и все. Этим ограничивается, да. Но это же... А горечь остается. Да, горечь остается. Это же неправильно. Надо, если праздник, это мощный должен быть праздник. Ну, увы. Да. Увы. Остается меньше недели, поэтому я думаю, что вряд ли мы что-то можем существенно изменить. Вот одно замечание могу. Вот, буквально коротенько. Муртаза Губайдулович. Как он хорошо проводил вот Дни Салавата Юлаева. Мощно. Я помню, вот как под горой Таратау. Все, спасибо, Марат Махмудович. Это была программа «Послесловие». У меня в гостях был Марат Кульшарипов, доктор исторических наук, профессор, почетный член Академии наук Республики Башкортостан. И мы говорили о грядущем юбилее республики. Всего доброго, до свидания. Никакого секрета. Мы говорим